Этот благоухающий сад расположился в поселке Таргим, построенном в 1996 году, рядом с городским прудом, одним из самых живописнейших мест Назрани. На 6 сотках уютненько расположился коттедж и сад с множеством зон отдыха. История сада началась 25 лет назад, когда хозяин посадил здесь первую крымскую сосну, а дальше уже его невестка Мадина Тачиева создала здесь настоящую сказку. Врач-терапевт РКБ душой своего сада называет розы. В этом романтичном уголке слились два стиля – французский регулярный и прованс. А в сочетании с испанской антикварной посудой этот сад переносит в прекрасное историческое прошлое. В саду есть и другие цветущие растения, такие как жасмин, сирень, гортензия и рисы. Также здесь растут ягоды и фрукты – слива, груша, вишня, абрикос и многое другое. Далее с комиссией отправляемся к семье Саговых. Сделала сама своими руками. Вот это не так давно делали на все. Да, это сейчас новые только. Остальное все старое. Вот это новое искусство. Раиса Сагова подошла к оформлению своего двора не менее творчески. Работа в этом саду почти никогда не останавливается. Хозяйке всегда есть чем заняться. А сад отвечает за это благодарностью и радует глаз. Здесь, кажется, собрано все самое красивое и необычное. Фонтаны, мостики, беседки. Тянутся ввысь фруктовые и хвойные деревья. А в клумбах растут душистые травы – тимьян, мята, душица. И десятки видов цветов и ягод. Что растет, все я не смогу рассказать. Тут очень много всего. С раннего утра до вечера, короче. Листочек даже нет на земле. Очень нравится это делать. Очень. Напомним, конкурс-фестиваль цветов состоит из 2 этапов, первый из которых отборочный. Сейчас стартовал второй тур, который будет проходить с 29 июля по 28 августа. Всего на участие в конкурсе подано 80 заявок. Критерии отбора у нас утверждены постановлением правительства за номером 103. И туда входит наличие разнообразия выращиваемой данной этой растениеводческой продукции, ландшафтное оформление, дизайнерский подход, размер данного участка. Призовой фонд составляет 1 000 000 рублей. Первое место 300 тысяч, второе место 200 тысяч и третье место 150 тысяч рублей. И 7 участников у нас получат поощрение в размере 50 тысяч рублей. Далее отправляемся в Икажево. Мадина Аушева знает, как из косточки вырастить авокадо. Ей нравится следить за такими процессами. Природа удивительна и прекрасна, делится Мадина. Женщина вкладывает в свой сад всю душу. Здесь преобладают хвойные и вечно зеленые деревья – туи, можжевельник, самшит. Также красуются монголия, камелия и гортензии. Мадина увлекается топиарной стрижкой растений. Фигурная обрезка деревьев и кустарников – это настоящее искусство. Здесь требуется точное знание биологии растения, особенности его роста. Фестиваль цветов в Ингушетии проводится 2-й год. И, судя по количеству желающих участвовать, конкурс станет доброй и красивой традицией для нашего региона. Зарима Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.